Экспедиция велась на участке от ущелья реки Южный Марух до границы Южно-Марухского ледника. Именно здесь во время Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои. Ежегодно горные поисковые экспедиции находят останки павших советских героев, которые затем надлежащим образом предаются земле. Природные условия на высокогорье значительно отличаются от побережья. Резкие перепады температуры, ветра, гроза, ливневые дожди и штормовой ветер. Но, несмотря на то, что в последних 2 днях экспедиции, скажем так, столкнулись с непогодой, все равно группа свою задачу выполнила, и ребята остались довольны тем, что, в общем-то, сделали то, зачем туда и направлялись. То есть нашли останки советских солдат, которые пали смертью храбрых и оставались непохороненными. Один из погибших красноармейцев был найден под Большим валуном, а второй фрагментарно, поскольку тело находилось на поверхности. Личности погибших солдат установить не удалось. Не за что зацепиться, ни медальонов, ни каких-либо подписных артефактов, как то, например, ложечки, котелки, кружки и другого рода вещи личных бойцов, часы, например, обнаружить нам не удалось. 4 дня продолжалась Марухская экспедиция. В нее вошли 9 человек. Это сотрудники Госмузея боевой славы, археологи и антропологи. Российскую сторону представляла антрополог Юлия Кузнецова. Вот уже 6 лет она занимается поиском останков погибших советских бойцов. Однако, по ее словам, работа в горах отличается от того, что ей приходилось делать в средней полосе России. Я привыкла, в каких условиях работать. Это, конечно, очень отличается. И те методы, которые пользуемся, допустим, мы, в лесах, в полях, а здесь немножечко другая специфика идет все равно. Но, конечно, тяжело, довольно-таки сложно было работать под палящим солнцем, среди этих камней, валунов искать и просто вытаскивать из камней бойца. За тем, что мы ездили, цель, мы ее достигли, и все участники экспедиции довольно-таки счастливы были от того, что в действительности не зря мы потратили силы, энергию. Подобные экспедиции проводятся с 2012 года. В прошлом году были найдены останки 10 советских солдат, в 2017-м – 33. По словам Николая Медвенского, в ближайшее время найденных солдат планируют предать земле со всеми воинскими почестями. Эсма Гуладзе, Инала Гухава, Абхазское телевидение.